Ребята, там опять, короче, смерть на реке. Я аж боюсь спускаться туда. Но надо по-любому. Тут надуло, конечно, жестко. Ребят, на реке, короче, сработок, я так понимаю, нету, не видно. Не видно. Блин, что стало? Так первый день порадовало. Вчера нифига, и сегодня нифига. Ну, надо пройтись полностью, обновить, посмотреть. Выезжал, как будто солнце было. Опять что-то тучи. Че, начну с комбайнов, что, надо проверить. Вчера колол дрова и собрал немного короедов. Насажу короедов. Блин, ветрище, ребята. Капитально задуло, ребята. Задуло. Задуло нас, задуло. Ну, маленько подмерзли лунышки. Конечно. Я вот пешню не взял. Трава мурава, полынь крапива, персики слива, ёрш. Да какой здоровый. Офигеть. Да какой здоровый ёрш. Пойдешь в кам на налима. Опа. Водичку надо будет поменять ершам. Сейчас подъезжал, он поднимается уже домой. Который там рыбачит. Тоже, говорит, наливники пустые. А на донке, говорит, один маленький хорюзак. У него там донки стоят, на червя тоже ставят. Как отрезало. Вот. Ну, попали в непогоду, вот, перемену погоды. И вот такая вот канитель. До этого погода ровная была. Морозики ночью, днем так прохладненько. Вот. И рыбка шевелилась и клювала. А сейчас вот нифига. Эти переставлял комбайны 5 штук, ребят, нормально еще, терпимо. А эти вмерзли, зараза. Ездил сейчас на базу, взял пешню, запор, буду вырубаться. Руси до сих пор нету. И, блин, туча такая идет, страшная. А походу снегопад будет. Ух. Ладно, не знаю, получится, не получится. Промерзл капитально. Капитально, ребят, промерзли. Вообще капитально. Блин. Хреновые дела. У нас еще шуруповерт, ребят, чтобы вы понимали, сломался. Мы с Русланом ночью, когда тычки ставили, была неосторожность. И шуруповерт упал. Он бур. И, короче, пополам. Ё-моё. И, короче, перебурить даже не перебуришь. Руслан его в город повез, не знаю, сделаем, не сделают. Жалко. Тоже вещь не из дешевых. О, пробил. Есть пробитие. Песчаночка такая еще тоже детская. Так только подрубить небольшой лед, чтоб что-то как-то ни хрена не получится. Сейчас тут
тут умершая. Тут рыба какая-то сидит, ребята. Вон, дергает. Уже тут лунки. Ах ты, походу прорубил, нет? Блин, как достать-то? Ё-моё. Походу Хариус сидит. Вон что делает, тащит, ребята. А у меня промерзло. Сильный ветер с морозом делает свое дело. Блин, а? Зараза такая. Попробую как-то вот так залезть. Не могу, ребят, прорубить. Сильно промерзл. И этот... Топором сразу, наверное, потеряю. Все, ураган опять начался. Держит еще. Он достал. Он какой красавец. Там что еще у нас? Походу еще, ребята, идет. О, оторвал. Сука. Здоровый был. Здоровый был, ребят, оторвал крючок. Ё-моё. Там конь был, башка такая. Я и не понял, кто там. Одного спас. Второй оторвал. Я говорю, тянуло прям капитально. Ой-ой. Опять метель. Да, жалко. Ну ладно. Это север, детка. Ху-ху-ху. Блин, там хорошие ребята, я так и не понял по морде. Здоровый был. Блин, промерзло такая все. Жесть. Ты куда поехала, блин? Гнался, ребята, улетела. Офигеть, до самого берега уже доехала, блин. Обход по жерлицам, ребятки, делаю. Я теперь понял, почему Руся не рыбачит на Печоре. Потому что здесь невозможно рыбачить. То ветер постоянно очень сильный. Есть куча других мест, куда он ездит. Я имею в виду на лесные речки. За тем же Хариусом, за окунем, за щукой. Гораздо быстрее наловишь. Так, немножко хоть почищу, посмотрю, в каком состоянии живец. Ну, тут живее всех живых, ребят. Ерши, бодры, бобры.
Где-то, конечно, промерзл, смотрю. Где-то нет. Это из-за ветра вот этого мощного. С морозом и ничего не помогает. То бишь 20-ка давит, плюс ветер. Это все 30-35, грубо говоря. Очень холодно. Такой апрель на северах. Вот, ребят, почему вчера поехал быстро-быстро ставить вешки. Жерлицы невысокие. Ну и можно вот так потерять снасти. Задуло нафиг полностью. Вот так должны все стоять жерлицы. Да. Тоже перехватило. Не критично, конечно, но немножко есть. Ох, нифига себе тут гирлянда. Все, ерши нормально живые. Не ходит налим. А тут налима, ребята, много. Но не ходит. К сожалению, почему-то. День мы еще успели зацепить. И все. Надо валить, ребята, циклон идет опять. Жесткий северный циклон.
Ребят, добрый вечер. Ну чё, 4-й день сегодня, уже вечереет. Уже точнее стемнело все полностью. Сколько времечки. Руслан приехал и привез ко мне, ребят, такого дядьку серьезного. Это дядька сподвиг меня вообще на всю вот эту движуху, вот этот YouTube, съемки и так далее. Это Саныч Александр Устаев. Саныч, привет. Всем привет. Ну сейчас немножко наврал, что я тебя сподвиг. Ну вообще, слышишь, ты... Вообще тебя сподвиг сам YouTube и вообще Это рыболовная понятно, тема. понятно. Но ты мне очень сильно помог. Помнишь, да, эти года? Старые, Конечно, лохматые. друг другу, конечно, пришлось помогать на первых порах, потому что все это для нас было новое. Весь этот YouTube, весь этот интернет. Я рад, что приехал, навестил меня. Спасибо тебе, друг. Спасибо тебе огромное. Андрюха, Красавчик. жаль, что сейчас совместной рыбалки никакой у нас не получилось. Там ты уже несколько дней здесь находишься. Да, но да. Работа и немножко вот эта вот Да ладно. бытовая движуха, немножко времени. Молодец, что занимает. приехал. Молодец, что приехал. Ну, хоть у Руслана первый раз побывал. А, да? На плантации, конечно, посмотрел, как ты здесь живешь. Че новенького, Руслан. что впереди? Что Ожидает? впереди? Впереди лето, впереди водомоторный сезон. За зиму подготовил лодочку, Ну, у тебя, да. Я знаю. навешал на нее всяких приколюх. Сегодня даже ролик об этом немножко снимал. Там. Да? Ну, если выйдет в Ну, ближайшее время, я понял. то добро пожаловать, посмотреть. Конечно, обязательно. На лодке появился теперь электрозапуск. О, Серьезный эхолот, но эхолот еще, правда, в том году появился. Электрическая лебедка появилась на лодочке. ничего Теперь себе. уже сидишь за... Ну, ты прям плотно, да, готовишься к этому, да? Чё, сезон впереди. Сейчас, Ну, река большая у вас, почему бы нет, конечно. Хорошую лодку иметь на такой реке, я думаю, стоит. Да, так по-любому. что Че, всех с ждем? наступающим сезоном, да, Да. с водомоторным. Ну, вот кому? сейчас пока немножко, да, такой сезон, немножко взял паузу, немножко пока вот тишины, но впереди лето. А сейчас пока, ну, особо, Андрюх, ну, серьезно, времени нету выходить на речке посидеть, половить там, ну, чуть пару хорезков поймать и это. Я понял тебя. Все ждем настоящих рыбалок, настоящих выездов с ребятами, с каким-то хорошим контентом. Че, всем здоровья, да, как обычно, Саныч? Всем здоровья, всем не скучать. Да, увидимся. Пойдем в баню? Пошли в баньку. Крут. Руся, готова? Да, камеру бери. Шланги тянет он. Здорово опять всем. Что не хватает, 20 Я- метров. Приезжаю сюда не на рыбалку. Ты нас здесь решил попарить? Да, вот прям Сейчас обольет. Ну, Давай, начинай. молодцы. Вот, контрастный душ. огонь вообще. Ну все, попарились. С легким паром всех. В такой бане я еще, друзья, не был никогда. Ух, напарил меня Руся. Настоящий профессионал. Будете в Печоре, обязательно побывайте у него в бане. Да. Сейчас там Андрей наготове. Сейчас прогревается. Вон, еще парку подает. Сейчас пропарим его тоже обязательно. Уже третий день парим. Все нормально, братушка. Печора ТВ. Печора ТВ, Здорово всем. Дача ТВ. Не больше 150 градусов, как Руся сказал. Больше не надо. Все, я понял. 200. Что-то вы худеете, ребятки, худеете. Видно, Что-то наоборот. видно по вам, видно. Потихонечку. Ну ты смотри, уже убежал, быстро похудел. Я уже похудел просто. Салатики сгоняем. А, Ну, ухожу. уже чисто греемся, уже все. Добро. На завершение стадии. Так, чисто погреться.
Ребят, добрый вечер. Что-то денек так пролетел. Быстренько. Уже темнеет. В своем уже родном балке, так скажем, не знаю, бытовка, как кто как называет. Ну, Руслан Батькович, как обычно, топит баню. Без этого никак. Я говорю, давай уже сегодня не будем топить. Завтра, ребята, еду домой. А он что-то, не, Андрюха, как я тебя отпущу грязным. В общем, денек что-то пролетел так, ребят. Утром проснулся, в 9 Руслан приехал пораньше, разбудил, и мы поехали на речку, точнее на устье реки, которая впадает в Печору. Вот, там попробовали поискать хариуса. Ну, там бывает, что он там есть, и, короче, мы там съездили, попробовали. Жиганчик есть первый. Малыш. Жиганчик, говорю, маленький. Ага. Будем плесик, ребят. Ну как плесик, вот выход река. Вот. И вот прямо здесь. Туда заехать нельзя. Тут лед очень тонкий уже, кстати. Там бурил. О, вертолет летит. Там бурил вообще сантиметров 10. Вертушка пошла. Ну, прищипнул один мелкий. Течение ужасное. Перекат здесь. Мелкий прищипнул один. Ничего там у нас не получилось. Ветер. Одного я поймал. Потом загрузились в прицеп и поехали на озеро. Насчет этого, да, тут удобно очень. Согласен. Так, быстренько, ребят, на прицепе. Бас-бас. Сейчас на озеро сгоняем. Какое-то тут у Руси есть. На первом льду он рыбачит. Отлично. Поехали.
Контакт, ребята. Рыба вошла. Да, красавица вообще. Есть контакт, ребят. Вот он, окунек. Вот какой красавец. Нифига он такой, да, реально белый, чистый. Так, ладно. Первая рыбка. Стайку бы найти, да, было при... Есть, да? Все, пошел Русю бурить. Так. На маленькую? Ну, еще меньше. Там пробурились, там вообще яма 2 метра с лишним. Ну, тут уже поменьше. Ну, в таких, да, местах и палаткой жить, и рыбачить. На реке, да, страшно. Нормальная такая. Глубоко, да? Да. Ребятки, смотри, какой кабан. Грамм 250, наверное. Фига дал. Дал так дал, да? О, печорские окуня. Здесь таких не удивишь. Такими, точнее. Фига, блин, бровочка. Хороший. Все, Андрей, ты свободен. Я свободен. Все, ребятки. Кайф. Приятный такой. Ох, на удочку. Ну не сразу, смотри, хапанул. Сколько трёс-то? Подошел, значит. Ну, видишь, рыба есть. Рыбка есть. Ну, штук 20 поймали, ребят. Кстати, Руслан по камере смотрит, окуня много. Окунь есть, но он не активный. И блесной я пробовал, и так, в общем. Но одного хорошего я поймал. Так что, как бы так, зачет. Так, чисто сегодня так. Подвигались маленько. Вот. Приехали на кордон. Руслан, сейчас будем готовить плов. В Казани. Фирменный. Все, и завтра, ребята, домой. Снимаю комбайны. Ну, пускай еще постоят. Короче, и жерлицы, возможно, налим. Не знаю. Ну, 2 дня, ребята, он перестал просто походить. И местные тоже мужики ни хрена его не ловят. Такие дела. Ну, а так что, будем готовить ужин. Последняя ночь на кордоне у Руслана. У нас 1700 вроде. Я, слушай, не знаю даже. Честно, не знаю. Нифига себе. Есть? Хапнул? Чуть палец не порезал. Так, ребят, что, идет подготовка. Руслан Байкевич будет сегодня плов кормить. Кормит, ребята, баню парит. Рыбалки нету, зато вот такой отдых. Вообще шикарно. А даже уезжать не охота. Компенсируем, да? Да. Молодец, как бы в плане этого. Рыбалки нету, да. Что у нас? Можно сказать, межсезонье опять начинается. Хотя весна, да, слушай, по идее. Ну, на севере тут весной-то и не пахнет, ребят. Сегодня такой Вообще не пахнет из этой погоды. снегом море, лед метровый. Угу. Короче, будет позже тут рыбалка. Я говорю, вот камеру отпускаем подводную. Окунь подходит, все, смотрит. По 4 штуки, да, подъезжают? 2. Мормышка играешь, блесной играешь, он стоит, смотрит. Не, ну прикольно там место, слушай, очень понравилось мне. Я бы там покайфовал бы. Угу. Место такое интересное там. Ну и щучка тоже там есть, да? Мелкую вроде ловили. Я не ловил. Угу. В общем, как-то так, ребят, так и жили. Нормально. Да, вот, бытовочка. Здесь я пробыл почти недельку. Аж уезжать неохота. Слушай, так привык к ней, знаешь. Такая она уже для меня стала как сказать, такая прям приятная для себя.
Тут уютно так, не знаю. Ну, я просто тут в одного жил, потому что без связи, из-за этого, наверное, я тут каждую стену посмотрел. Олени эти со мной спали. Каждый узор. Да. Андрею, конечно, предлагал бы, поехали там дома. Ну, он Не. говорит, я буду ездить, проверять. Не-не-не. Ну и погода не дала. Да, ладно. И так бы ночью можно было ездить и проверять, если бы налим клевал. Почему бы и нет, да? Живец есть. Пригласишь еще? Обязательно, конечно, что в любой момент. Прилетай, да? Да. Ну, на пояс есть, ребят, что, в принципе, да. Собрался, приехал. Руслана все есть, как бы нормально. Ничего не надо вести с собой. Так что вот так вот. Так что здесь еще рыбалка, ребят, будет. Еще месяц, если не больше. А на Озерах, наверное, и больше. Тут надо погоду ждать, выжидать. Угу. Мы и так с Андреем уже много раз откладывали. Я говорю, давай, сейчас оттепель начнется. Мы как бы ее переждем, потому что никуда не добраться. Оттепель все, прошла, переправу закрыли. Уже все, никуда нам не доехать на рыбалке. По оттепели тоже было никуда не доехать. Все валилось. Ну, слушай, такой снег, конечно, тут хрен куда уедешь. Да, блин. там по пояс, ты что, там сразу. Техника тяжелая. Волокуши, все это тяжело ехать. Так, слушай, это как его? Морковка, лук. Что-то еще добавляешь? Там многие, там, знаешь, изюм добавляют, что такое. Я изюм сам по себе вообще не люблю. Ну, мне тоже не нравится, кстати. Вот. Ну, для сладости, для сочности. А приправы некоторые какие-то есть добавляют. лютые? Я чисто зиру добавляю. Зира, да? перец. Зира это Да, обязательно. больше, куркуму я тоже не добавляю. Угу. А мясо какое? Мясо вообще без мяса. Мы ей добавим. Ну, слушай, там многие там баран, знаешь, типа вот, там баранина, это настоящий плов только с барана, там говядина. Кстати, вот с баранины, да, у нас где-то начали продавать в Печоре, я хочу попробовать с баранины. Баранина такое, слушай, своеобразное И мясо. своеобразно и готовить надо, но Да. там эти надо убирать, лимфоузлы обязательно, Обязательно. чтобы запаха не Да, было. да. Вот. А так, очень хорошо говядину использовать. Если есть дичь какая-нибудь, лосятина, тоже почему бы и Тоже нет. почему и нет, да? Ну да, в таких-то. Ну, мы еще готовим, конечно, со свинины. Что еще? С курицей это такое получается. Ну, Вкусное это- очень. Ну да. Я люблю плов, чтобы он прям, как делать его жирным. Он должен в масле прям готовиться. Все понятно. Ладно, ребят, что? Включимся на казане потом. Когда будем сидеть. Да. Не знаю, чего решил замутить вдвоем сегодня. Не знаю, сколько чего он говорит, съедим, говорит. Ну, Молодец. Ну да, морковки должно быть много. один к одному. Один к одному? лука чуть поменьше. Да. Да. Он все равно, пловчик должен такой быть сладковатый. Сладковатый. Морковка дает, да, как раз сладковатый. Жалко еще нету желтой. Желтой тоже по-своему. Потому что красная она в тепловой обработке быстро, можно сказать, почти исчезает. Поэтому так крупно делается же она. А желтая она в тепловой обработке, она остается как вот она нарезала, Мгм, так и мгм. остается. Все, ребятки, давайте, ништяк. Будем кушать сегодня плов.
Вот, ребят, почему у нас не клюет налим. Потому что вот эта глубака вылезла. Приехали на растущую. Сейчас полно, почти. Чуть-чуть слева не хватает кусочка. Да, хотя уже полная, наверное, да. А вот она, зараза. Рыбка бастует. И окуни все ходят такие недовольные. Хариус тоже перестал. Вот сейчас будет падать, будет клювать. Плов, ребят, доходит. Пойдем пока в баньку сгоняем. Сейчас напаримся. Снежочек как раз свежий поднавалило. Сегодня так неплохо, причем. Поныряем. И будет все ништяк. Поехали. Да, поехали. На прогрев пока, да, у нас? Пока на прогрев, да. Пошла возня. Маленькие пойдут. Кстати, пихта совсем по-другому раскрывается, когда его над паром держишь, у него, когда так ее трешь, что, допустим, такой аромат другой совсем. Ну вот пихты, кто знает. А вот так она прям ягодками открывается. Сейчас смотри, еще раз быстренько ошпарю ее. Хлопки. Вот. О! Пошла возня. Вот они, северные мужики-то, ребята. Вот так вот. Закаляются. Откуда здоровье, говорит? Да вон она что. От снега, мне. Баня здоровье дает, баня. Красота. Фу, ребята. Мощно. Масочку кислородную сделать. Да-да-да. Ароматом пихты. Свежий снежочек, слышь, Фрусь? Вообще офигеть. Ага. Вот так вот натираешь. И потом, дыша полной грудью, просто бомба. Ноги сразу в тепленькую воду, можно с пихтой. И главное, не торопясь. Да-да. Главное не забалдеть. Молодец. Чуть осталось. Тоже наверх пойдет. Во. Ну вот, завтра собачка придет. Косточку съест. Ну да. На утро съездил на реку, собрал жерлицы, комбайны. Попалось еще пару хорезов, но я уже не снимал. Прибрались в балке и поехали в город. Немножко не получилось, но в целом, ребят, я не переживаю. А вот как раз фрагменты, почему мы не проехали на настоящую рыбалку за хорошей рыбой. Переправа была закрыта и забереги ребята не давали проехать, точнее мы не стали рисковать. Вот как раз в данный момент мужичок застрял и Руслан приехал показать переправу.
помогли, достали машину. В общем, такая история, друзья. Очень круто. Я даже немножко для себя какой-то эксперимент, неделю практически жил один, без связи. Ну, точнее, не один, конечно. Ребята приезжали, и друзья, и Саня Устаев, и Руслан. Ну, в целом, очень-очень для себя полезно. Постоянно думаешь, мысли кидаешь. Даже, ребят, советую вот так, если есть возможность, съездить в какую-нибудь глухую деревню, пожить недельку, разобраться с мыслями, с тараканчиками своими. Это очень полезно. А так, галочка поставлена, ребята. Ну, рыбалка такая штука. Сегодня густо, завтра пусто. Так что здесь нужно понимать, и мы понимаем прекрасно, что немножко не получилось. С Русланом пообщался, познакомился, поставили планы. Так что впереди, ребят, совместные рыбалки. 100% приеду к нему в гости, и не один раз. Всем спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Кто-то понял этот фильм, кто-то не понял этот фильм, я имею в целом в совокупности все части. Ну, ребят, поверьте, все было круто, и я кайфанул. Давайте, всем мира, пока.